Как известно, 10 июня стартовал второй международный форум министров образования «Формируя будущее», в котором принял участие министр просвещения Абхазии Инал Габлиев. Форум собрал более 100 иностранных гостей и 18 министров. Были обсуждены различные актуальные темы, от проблем дошкольного образования до внедрения в школы искусственного интеллекта. А ведь в наше время мир техники начинает преобладать, и современное поколение зачастую проводит больше времени в гаджетах. Такие IT-новшества уже активно развиваются в некоторых образовательных учреждениях республики. Реализация, мне кажется, в первую очередь зависит от самих педагогов. У нас практически во всех школах есть интернет, есть компьютеры, их надо периодически обновлять, закупать новые, но это второй вопрос. Главное, чтобы учитель мог пользоваться этими технологиями современными, в том числе и искусственным интеллектом. Кстати говоря, мы провели недавно первый такой пробный курс повышения квалификации для учителей первой школы, и они, конечно, в полном восторге. Учителя, как говорится, с энтузиазмом освоили эту программу, им это в помощь. Они создают новый контент, новый материал для уроков литературы, биологии, химии и красочно дополняют свой учебный материал, который у них и так есть. В первый день форума «Формируя будущее» министры образования 18 стран подписали декларацию о создании рабочей группы по креативным профессиям, применению искусственного интеллекта и созданию инженерных школ. В числе участников форума были министры образования из стран БРИКС, СНГ, Азии и Африки. В рамках форума Инал Габлиев провел ряд встреч с руководителями министерств и ведомств России и иностранных государств. Программа была очень обширная, насыщенная. Было много двухсторонних встреч. Про встречу с Сергеем Сергеевичем Кравцовым я уже выше сказал. Мы обсудили широкий круг вопросов. Это и создание лагеря, и обеспечение нашей республики учебниками, и введение нацкомпонента в эти учебники, да. Повышение квалификации наших учителей. Вторая встреча очень важная состоялась с вице-министром образования Боливарианской республики Венесуэлы, госпожой Нэнси Ортонио Роха. Второй день форума мы обсудили наше сотрудничество, и они согласились реализовать эту возможность подписать соглашение. Еще одной новостью стал запуск детского оздоровительного лагеря на базе школы-интерната в Очимчире. Дети со всех районов республики смогут весело и активно провести летние каникулы, обрести новых друзей и получить яркие эмоции. Лагерь первый будет принимать 2 смены по 100 человек. Программа обещает быть насыщенной. При поддержке коллег из Российской Федерации были приглашены вожатые из российского лагеря «Смена», люди, которые знают, как работать с детьми и имеют опыт в данной сфере. Мы в течение 2 недель будем принимать 2 смены по 100 человек. Это дети со всех районов республики, которые отличились в течение последних лет успехами в учебе, победами в конкурсах, хорошим воспитанием, и, соответственно, дети будут иметь возможность организовать такое самоуправление, да, на тему «Мир, в котором мы хотим жить», да, программа называется «Страна АПСНА», и мы такую модель совместно с российскими коллегами предлагаем им внутри своего лагеря сделать. Да, различные министерства, ведомства, например, скажем, у них будет Министерство культуры, у них будут отдельные задачи, это будет отдельный отряд, будет Министерство по связям и массовым коммуникациям. И, соответственно, каждое направление ребенок выбирает сам, или ему предлагают вожатые, исходя из его талантов, способностей, интересов. И будут, конечно же, конкурсы, будут экскурсии. Например, поедем в этнопарк Апсна. И, конечно же, я думаю, дети просто даже, как говорится, передохнуть в течение этой недели не успеют, потому что такая насыщенная программа.
Также по поручению президента Абхазии Аслана Бжания Министерством просвещения завезена первая партия оборудования для спортивных площадок общеобразовательных учреждений республики. Начаты строительно-монтажные работы. В рамках первого этапа спортплощадки будут построены в Сухумском лицее-интернате, в Бомборской и Ишерской средних школах. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.